Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Говорят, в Якутии лето короткое, но яркое. А вот у Центра компетенции лето длится уже 7 лет. И с каждым годом становится только ярче. За это время команда архитекторов успела изменить облик многих населенных пунктов Якутии. Эти села, города и поселки не просто здания и дороги. Это пространство для работы и отдыха, встречи и вдохновения, словом, для жизни людей. И качество нашей жизни во многом зависит от этих пространств. Современная архитектура – это не только про красоту и прочность, но и про культурные коды и комфорт. За каждым проектом стоят не только чертежи и схемы, но и реальные люди – архитекторы, проектировщики, урбанисты. Сегодня вместе с гостями в студии узнаем, как рождаются проекты, как учитываются идеи жителей и с какими вызовами сталкиваются архитекторы, что делают городской пейзаж живым и комфортным для каждого. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, прежде всего, поздравляю с 7-летием, да, Центр. Лёля Александровна, вы как руководитель управления, которое курирует работу этого центра, чем лето занимается, да, и чем его функция отличается от функции управления? Ну, еще раз добрый вечер. Чем только лето наше не занимается. Ну, в первую очередь мы занимаемся развитием территорий, пространственным развитием. Это, конечно же, мастер-планы, которые сейчас на слуху у всех, которые как раз определяют стратегию развития сельских поселений, городских, поселков, в целом республики. Мы уже знаем, что у нас 24 мастер-плана разработаны, все они нацелены на опорные населенные пункты. И, конечно же, уже в рамках этих мастер-планов, если ранее мы работали по комфортной городской среде, то есть это как раз национальный проект, который реализуется сейчас по всей стране благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Он поддерживает этот проект, и мы все знаем, что он до 30-го года сейчас продлен. И, соответственно, у нас планы до 30-го года достаточно большие. И, конечно, если ранее, как я уже говорила, это комфортная городская среда в рамках отдельного национального проекта, то сейчас мы уже идем через мастер-планирование. То есть мы реализуем комфортную городскую среду через мастер-планы, которые уже утверждены, которые сейчас разрабатываются в дальнейшем. Ну а чем отличается? Ну, наверное, здесь я, наверное, скажу, что Центр компетенции – это такая особая структура, которая занимается все-таки эффективными проектами, то есть это более научная работа. То есть мы ищем лучшие практики. Если говорить об управлении, то управление, именно стратегия идет градостроительства, то есть мы определяем на территории республики в документах территориального планирования развития. Конечно, дальше продолжаем работать по комфортной городской среде, это, конечно, через нас идут финансирование. Но мы больше в управлении структурированно работаем, потому что мы ограничены, мы орган государственной власти, у нас есть четкие схемы, по которым мы работаем. Центр компетенции позволяет, конечно, экспериментировать, то есть мы постоянно ищем лучшие решения, внедряем их, разрабатываем определенные методы для муниципальных образований, в целом для себя. Поэтому здесь разница именно в творчестве, то есть есть возможность творчески развиваться. Но я не скажу, что управление ограничено именно определенными структурами. Все-таки мы на площадке как раз Центр компетенции с нашими специалистами даем возможность немножко помечтать, немножко поэкспериментировать и совместно принимаем решения. Поэтому Центр компетенции – это в первую очередь развитие, пространственное развитие и стратегия наших территорий, которая влияет на благоустройство и городскую среду в целом на территории республики. А почему называется лето? Это, ну, я знаю, что у нас в Якутии очень любят вот такие аббревиатуры, когда складывается что-то из первых слов. Это тоже такая аббревиатура? Да, изначально это была аббревиатура, правда, из английских слов learning, emotions, traditions и opportunity. Это обучение, значит, эмоции, традиции и возможности. Вот. Ну а сейчас нашей главной миссией, да, стало, как Любовь Александровна сказала, через пространственное развитие, значит, раскрытие потенциала территорий, будь то городские, то сельские, через создание новых общественных пространств, это с вовлечением населения, социокультурным программированием, с внедрением, так скажем, новых современных подходов к проектированию, а также формирование, конечно же, культурного кода места. И мы не забываем про обучение также. Мы работаем
значит, на помощь нашим муниципальным командам, которые работают по преобразованию городской и сельской среды, обучающие мероприятия на первом месте. То есть вы выезжаете и на месте, да? Да, конечно, мы проводим общественные обсуждения, воркшопы, обучение, проводим семинары для главных архитекторов, для специалистов, которые работают в области благоустройства, ну и у нас обучаются сами главы. А главам это зачем? Потому что для них это важно обращать внимание, конечно же, на комфортную городскую среду, потому что на это все влияет на людей, потому что все это мы делаем ради людей, ради наших горожан, ради нашего населения, потому что в первую очередь это влияет на жизнь людей, на настроение, на эмоции. Тогда, получается, это не только архитектура, но по большей части и урбанистика, да, то, что называется? Да, конечно же, в целом это урбанистика, это правильные подходы, это методология проектирования, ну и в целом планирование грамотное. Ну, я здесь дополню Ирину, потому что все-таки для чего это нужно главам, потому что это практически настольная книга, те же мастер-планы, которые у нас сейчас появляются в опорных населенных пунктах, это настольная книга для четкого понимания и плана, в каком направлении развивается та или иная территория. С учетом уже мнения жителей, с учетом мнения бизнеса, с учетом мнения государственной и муниципальной власти. То есть поэтому здесь однозначно главам это необходимо, чтобы понимать определенные, выстраивать планы и уже исходя из этих планов, которые на сегодня есть, работать с привлечением того или иного финансирования, которое возможно сейчас привлечь. То есть это и федеральные, это и государственные, это, конечно же, внебюджетные источники. Поэтому это очень важно для глав. А для жителей это как раз возможность, когда их слышат и понимают, то есть и жители получают тот запрос, который они давали главе, либо той команде, которая сейчас работает с развитием территории, поэтому это важно. Угу. Ну вот мастер-план, слово, да, которое у нас на слуху в последнее время, мы знаем, конечно, про мастер-план Якутска, Нерюнгри, Тикси, ну, на самом деле ведь мастер-планы еще разработаны И в населенных пунктах других населенных пунктов. Сколько всего? 24 мастер-плана на сегодня у нас проработано, а на самом деле у нас сейчас определены опорные населенные пункты, 43 опорника, да, для которых необходимо разработать либо мастер-план, либо генеральный план. Вот. А эти опорные пункты — это в основном районные центры? В основном, да. Но есть еще опорные населенные пункты, не только районные, но те, которые влияют в целом на экономику района. Ага, то И есть республики в том а числе. как их определяли, вот эти опорные В центры? зависимости от определенных факторов есть установленные факторы государством, которые определяют. Но чаще всего, если один опорный населенный пункт — это центральная часть района, центры, и второе — это если, например, бывает так, что какое-то предприятие находится не в центральной части, но влияет полностью на экономику той или иной территории, поэтому и определяется. Угу. То есть там методика В расчета, некоторых да, районах несколько опорных населенных пунктов. Угу. То есть где-то центр в самом районе, где-то... Да, по-разному. Угу. И вот по-простому, как бы мы долго думали, чем мастер-план отличается от генерального плана, да, долго вот и на эфирах я пытала архитекторов, значит, этим. И вот если вот совсем упростить, то в мастер-плане учитываются мнения жителей, так это или нет? Конечно. Во-первых, в первую очередь спрашивают жителей, то есть людей, которые непосредственно живут на этой территории, которые больше всего знают, чем дышит вообще данный район, либо данный населенный пункт. Ну и, конечно же, здесь несколько факторов. То есть сначала мы разговариваем с жителями, в процессе также мы изучаем культуру, историю территории, то есть изучаем ее экономику, определяем вектор развития, определяем планы, стратегию, и уже дальше туда подтягивается экономика, то есть те инструменты, которые нам потребуются для того, чтобы реализовать. Если, например, генеральный план — это более долгосрочные планы, 20-25 лет, то мастер-планы зачастую они стараются в первую пятилетку попасть. То есть мы уже видим четко, к чему стремимся и какой итог мы через 5 лет должны увидеть. Да, и существенную часть мастер-плана занимает экономика именно, да, то есть... Сейчас это да.
это очень важно. Если раньше у Центра компетенции управления архитектурой был опыт именно более такой пространственный, то есть мы смотрели с точки зрения объектов, которые необходимы для в целом комфортное проживание жителей, архитектура, среда, то здесь буквально уже подтягивается экономика, которая достаточно является большой процент важности при развитии той или иной территории. Но вот я знаю, что в мастер-план Якутска, например, включен кинопавильон полного цикла. Вот. И мастер-план Неринга тоже начал реализовываться, да? Ряд объектов уже введен, ряд объектов будет. Как вы оцениваете, как идет реализация вообще? То есть, или вы просто вот сделали, спроектировали, отдали, а там уже... Ну, у нас за реализацию мастер-планов отвечает Министерство экономики. В целом совместная это работа, это вообще совместная работа органов государственной власти, муниципальной власти. Вот, но закрепленная структура орган государственной власти, Министерство экономики. Но я бы здесь, наверное, не стала оценивать. Всегда любая реализация мастер-плана зависит от тех инструментов, которые мы используем. Это либо привлечение федеральных денег, как я говорила, внебюджетные, разные структуры есть, которые позволяют реализовать. Вот, например, комфортная городская среда, это мы называем обычно быстрые победы, то есть тогда, когда люди уже могут буквально через год, через два увидеть результат изменения. Но в целом инструментов в нашей стране очень много для развития территории. Главное видеть экономический эффект по окончанию тех сроков, которые установлены мастер-планом, насколько это важно и необходимо. Ну, давайте все-таки к работе Центра компетенции, да, поскольку мы что-то собрались. Вот, Ирина, может быть, расскажете, с чего начиналось, да, и что вы считаете главным эффектом вот за 7 лет? Начиналось все от 1 февраля 2019 года. Создано, значит, управление Центра компетенции в структуре целевого фонда будущих поколений по указу главы республики. Наша основная цель тогда была помощь муниципалитетам вот в реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды, как Любовь Александровна уже ранее сказала. Вот сейчас мы немного переформатировались, мы стали центром компетенции по развитию территории, и вот наша основная задача — это мастер-планирование и реализация мастер-планов. Начиналось, конечно, с того, что мы прорабатывали с жителями. У нас жители тогда к тому времени не были готовы. Они не понимали, что такое вообще возможно, что вот какие-то новые пространства появятся у них. Вот. Но со временем результат показал, что действительно люди довольны. И сейчас мы видим уже эффект в том, что изменились, скажем так, сценарии поведения людей в городе. Вот даже замечая город Якутск, у нас все больше людей, вы, наверное, заметили, вот в летнее время, когда открылась у нас площадь Ленина, да, площадь Республики, сколько людей гуляет уже, да, на новых общественных пространствах. Это наши набережные, набережная Романа Дмитриева, где дорога ведет к пляжу, на пляже у нас были изменения, сколько людей было на пляже, сколько людей бегает или гуляет на нашей набережной, сколько людей у нас на набережной в Саисарах прогуливается. Вот. Это эффекты именно влияющие напрямую на жизнь населения, да, на то, чтобы люди оставались, не уезжали. В прямом смысле это влияет также на демографию, так как люди не уезжают, остаются, создают семьи, живут, есть работают. Где гулять. Есть где гулять, да, потому что комфортные условия определяют место жизни. Спасибо. Давайте продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о современной архитектуре, комфортной городской среде и центре компетенции «Лето». Вот часть проектов в благоустройстве реализована в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов, которые вы, Александра, курируете. Да? Расскажите, какие проекты выигрывают? Ну, если говорить вообще о конкурсе, да, я могу о нем говорить, наверное, часами, да, безостановочно, потому что это огромный пласт нашей работы, и вообще это такая хорошая возможность для наших муниципалитетов привлечь действительно ощутимые средства для преображения своих городов, сел, поселений. И
последние годы вот наступили такие довольно серьезные изменения, да, в положении конкурса, которые позволяют участвовать в конкурсе все более и более широкую категорию поселений. Да. Если раньше только могли участвовать города, а их у нас совсем мало, да, то сейчас уже с 23 года разрешили участвовать, допустим, поселениям, в которых живет население от 5000 человек сначала, а потом вот начиная с прошлого года уже допустили все опорные населенные пункты, которых у нас 43 из 43, кроме города Якутска, все 42 имеют право участвовать. Это включая даже наши северные районы, которые, вот, допустим, для них раньше такой возможности вообще не было. И поэтому мы вот с большим удовольствием, с большой радостью вот с каждый год готовимся к конкурсу. Сейчас у нас очень активная фаза подготовки, когда мы определяем уже окончательно участников. И если говорить о том, какие бывают проекты успешные, конечно, всегда это очень хорошо проработанные проекты, которые, конечно, начинаются начиная с работы с жителями. Когда вот администрация и команда архитекторов, они совместно с населением, совместно с общественностью вместе разрабатывают проекты, они его очень хорошо подстраивают, да, и очень важно привлекать и бизнес, местный бизнес, да, и его тоже подстраивать, встраивать в проект. И вообще, если так смотреть, эта заявка архисложная на всероссийский конкурс. Это не просто какой-то перечень документов, да, который подается с какой-то информацией. Подаче заявки предшествует очень большая исследовательская работа, которую можно даже сравнить с предварительной проработкой мастер-плана, потому что там заявка, она даже немножко определяет будущее, как изменится жизнь поселения, если реализуется это пространство. И заявка должна показать даже в деньгах, сколько это будет стоить, сколько будет повышение налогов. Да? Все это должно быть примерно спрогнозировано, просчитано, сколько людей будет посещать территорию. Поэтому, конечно, побеждают такие заявки, которые вот проработаны. Нет, но и понятно, что это не конкурс, где победитель получает грамоту, а конкурс, где победитель получает деньги на реализацию, да, своей заявки. А какие из наших населенных пунктов выигрывали? Ну, у нас уже достаточно много побед. В прошлом году вот у нас в 2025-м 7 было побед, например. Это уже очень хорошие показатели. Мы вообще по России показываем хорошие показатели по количеству побед каждый год. Но это федеральные деньги, нужно заметить. Это федеральные деньги, да. И размер грантов вот для Дальнего Востока, начиная с 2023 года, тоже увеличенный, чем вот в целом по России. То есть все субъекты Дальневосточного федерального округа, они имеют право вот претендовать на укрупненные гранты. Они начинаются от 20, самый маленький грант, миллионов, 50 миллионов, 100 миллионов, 150 и даже есть на 300. Ага, ну, на 300 миллионов. На 300 миллионов. Но это учитывая наши особенности, да, потому что у нас строительство дороже, и сезон короче. Это от количества конкретно населения зависит, определенные критерии есть. Ну, я бы хотела еще дополнить по поводу наших побед. Мы участвуем с 2018 года, еще до создания Центра компетенций. Команда, которая в будущем должна была открыть уже управление Центра компетенций, работала над заявками в 2018 году, и у нас всего уже 33 победы. Значит, мы привлекли уже 2 миллиарда 245 миллионов рублей вот за время участия в конкурсе. У нас в этом году также намечается участие в конкурсе муниципальных команд. Мы где-то насчитали около 15 заявок, которые мы будем направлять на конкурс, с которыми мы сейчас в данное время работаем. Я дополню тоже. При прошлогодние 7 побед, которые одна из долгожданных побед и для нас, и я могу даже сказать, немножко волнительно. Это как раз Тикси, это как раз та арктическая территория, которая участвовала в конкурсе, они выиграли, и мы ожидаем реализацию этого проекта в 2027 году. Ожидания, скорее всего, во-первых, потому что это арктическая территория, во-вторых, там должен будет реализован проект именно теплого общественного пространства, то есть когда жители могут круглогодично находиться независимо от погоды на территории общественного пространства. То есть вот эти вот теплые переходы, про которые мы не переходы, мечтаем. То есть это павильон, в котором внутри будет общественное пространство, где люди могут встречаться, собираться,
развиваться, играть в детские игры какие-то, спортом заниматься. То есть достаточно функциональный объект, но при этом защищенный от ветра. Мы все знаем, у Тикси проблема именно с метелями, ветра постоянные. Ну, то есть это такой, опять же, заметьте, это же эксперимент. То есть мы впервые рискнули, и в арктической территории, вот как раз то, что я сказала, что центр компетенции — это как раз экспериментальная площадка. Бывает, конечно же, результаты, которыми мы не всегда довольны. Бывают результаты, которые мы, наоборот, дальше двигаем. Но как раз Центр компетенции должен заниматься, искать вот эти лучшие решения для наших арктических территорий, вообще в наших северных условиях. Поэтому мы всегда считаем, что даже если какой-то эксперимент у нас не получился, мы просто понимаем, что нужно идти дальше и искать вот это лучшее решение. Ну, и если все получится в Тикси, то, может быть, в дальнейшем эта конечно. практика распространится на другие. Я знаю, что Среднеколымск тоже участвовал, да? Да, у нас из арктических Среднеколымск участвовал 2 раза. 2 раза они реализовали общественное пространство. И город Верхоянск, самый маленький арктический город. Он уже реализовал, и мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше участников именно из арктической зоны. Это поселки, такие как, например, Депутатский или Уснера, да. Кстати, вот в Среднеколымске как раз из этих экспериментов там малоархитектурная форма была, скамейка, которая закрывалась от ветра. То есть она вот такая крутящаяся, и человек, если в случае ветра, то есть он мог повернуться и закрыться от ветра. То есть вот такие решения, казалось бы, в небольших таких малых архитектурных формах, это очень важно для населения. То есть мы учитываем климатические условия в тех или иных территориях, что очень важно. Ну, вот этот вопрос я уже Любовь Александровне задавала на отдельном интервью, да, сейчас я вас хочу спросить, как вот эти вот наш климат, наша вечная мерзлота, вот эти вот метели, которые в Арктике, да, эти минусовые страшные температуры, которые в центральной и северной части Якутии, это препятствие или вызов, или что это вот для архитектора, или возможность, что это для архитектора? Вы у меня молчите. Я бы сказала, что оно дает именно, наверное, разные варианты, разные подходы для архитекторов, чтобы придумать проектные решения именно для населения. Мы же вот очень много раз сказали, мы все делаем для населения, чтобы им там жилось в своих населенных пунктах комфортно и современно. Да? И есть разные подходы, конечно же, начиная это с покрытия, например, да, должно быть обязательно все по нормам, стандартам отвечать. По водоотведению у нас очень большие проблемы, которые мы необходимые проектных решениях тоже предусматривать. Освещение. Зачастую бывает такое, что технические условия у нас не позволяют, но мы должны именно подобрать такие подходы, чтобы было, конечно, светло и комфортно людям. Да? Ну и также мы, как повторяемся, про ветрозащиту, именно крытые павильоны. Мы вот такие подходы тоже сейчас рассматриваем. Ну и, наверное, и другие такие проектные решения по озеленению. Потому что у нас населенных пунктов не так пристальное внимание уделяет на озеленение. Это тоже дает очень большой комфорт, именно защиту от пыли, защиту от ветра. И все равно человек, в любом случае, если зелено, да, у нас, конечно, появляется чувство комфорта. Именно вот это чувство надо дать и населенным пунктам. Причем, если это зелень, еще и, допустим, в каких-то северных условиях, если это зелень, как в оранжерее, да, какая-то крытая. Ну да, конечно. В любом случае мы пытаемся находить проектные решения именно простые, которые не такие сложные, не такие дорогостоящие. Дело в том, что у нас разные населенные бывают и труднодоступные. Мы, конечно, и пытаемся охватить всю республику, да, и у всех разные условия, у всех разная идентичность, у всех разные такие потребности, именно функциональные зоны. Именно мы вот поэтому обращаем внимание именно на анализ. Мы сперва, конечно, проводим опросы, что людям нужно, как им помочь. Вот, конечно, после этого всего анализа мы находим такие решения. Вы сказали, что вы сначала выезжаете и изучаете историю
место, да, так далее. То есть это относится же, наверное, в первую очередь к культурным кодам, да, вот к этим дизайн-кодам, которые разрабатываются для поселений. Вот мы сейчас видели Тату на примере, да. Учитывалось ли для создания проектов по Тате то, что это вот, ну, колыбель якутской литературы? Да? Да, конечно. Можно я дополню? Да. Еще здесь очень важная задача проектировщиков предугадать, да, как в дальнейшем будет жить территория. То есть уже на этапе сейчас планирования мы должны представлять, кто будет эту территорию убирать, как за ней будут ухаживать. На чьем балансе будет Да, эта детская площадка? Конечно. Как будут работать эти материалы, да, как они будут выдерживать наши суровые условия, да, как будут они чиститься от снега или как. И мы должны даже сопровождать наши решения какими-то стандартами, да, которые вот, по уходу за этими территориями. Да, это тоже дополню. Это вот как раз первой моей фразе, чем мы только не занимаемся. То есть мы сегодня уже работаем не только по эксплуатации. Например, в рамках поручения главы по датасетам мы сейчас собрали всю информацию, то есть по тем объектам, которые были построены за счет федеральных средств, именно благоустройства, полностью изучили структуру по земельному участку, по видеонаблюдению. То есть мы сейчас начинаем работу по анализу тех данных, которые у нас на сегодня есть, для того, чтобы вырабатывать решения для муниципальных образований, то есть что необходимо предусмотреть на той или иной территории. Потому что, казалось бы, ну что там видеокамера, да? Где-то она есть, где-то ее нет. Но ведь видеокамера позволяет уменьшить преступность на той или иной территории, да? То есть это тоже очень важно. То есть это влияет на это. А в целом, конечно же, здесь плюс еще дополнение социокультурное программирование. Мы еще и этим занимаемся. Например, буквально недавно, вот в прошлом году, при завершении площади Республики, через Центр компетенции мы поработали брендбук площади Республики, куда тоже зашли сценарии, то есть каким образом использовать данную территорию. И в целом мы, когда благоустраиваем такие территории, мы практически начинаем видеть тех участников. Мы открываем для себя какие-то группы, которые выходят и танцуют, скрипачей. Мы вообще в целом начинаем То видеть есть не те только о сообщества. пространстве, но и о его наполнении, Да, да? конечно. Поэтому здесь вот это очень важно. То есть мы практически полностью цикл жизни пространства, которое на сегодня будет, и не только открытого. Например, в прошлом году, я хочу сказать, вот прекрасный архитектурный конкурс мы провели с музеем Аюнского, литературный музей. Это мы расширяем горизонты. То есть мы зашли уже в здание и пересмотрели вообще его функционал в целом, как оно может жить на сегодня. Поэтому, то есть мы работаем со всеми пространствами всевозможными, которые влияют в целом на жизнь людей, на жизнь целой республики. Вот я также еще дополню Алену по поводу озеленения. Это еще один этап, который мы тоже работаем. Например, Центр компетенции в свое время проработал методичку работы с ботаническим садом, где полностью была подготовлена были подготовлены материалы для муниципальных образований, для того, чтобы они их применяли. То есть вырабатывались те саженцы, те растения, которые действительно приживаются у нас на территории. Конечно. Поэтому это постоянный поиск. Вот вы сказали, это вызовы, это запросы, и это постоянный поиск того лучшего решения, которого мы хотим достичь. Наверное, это для нас такая самая большая цель. Но да. говорят, что креативность больше всего стимулирует именно ограничения. Конечно. Давайте продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о Центре компетенции «Лето», в целом об архитектуре. И вот такой вопрос у меня возник во время перерыва. Есть ли у нас какие-то, благодаря вот нашим этим климатическим условиям, да, какие-то свои стандарты? Появились ли? Вот, я говорю о том, что, например, вот в последнее время на новых домах, например, часто бывают цветовые вывески, да, вот адрес крупно подсвечен, или дом сам подсвечивается. Вот это в условиях тумана, конечно, вообще незаменимо. То есть, по идее, наверное, это должен быть такой вот
наш стандарт. Все правильно, да. Мы придерживаемся таких принципов, скажем так, северного проектирования, когда мы, вот даже если взять на примере тех же автобусов, да, когда в свое время дизайнер Кадана Игнатьева предложила красный цвет автобусов, вот, потому что его видно в тумане или легко ориентироваться, да. Также у нас дизайн-коде, который вот у нас уже реализован по проспекту Ленина, мы видим, да, какие у нас световые буквы появляются, да, что они не такие яркие, кричащие, мы очистили от визуального шума наш проспект, и теперь уже он совсем по-другому выглядит. И люди, которые давно не были в Якутске, они отмечают, что вот за последние 3 года Якутск наш вообще изменился и преобразовался. Вот. Поэтому подходы у нас северные свои есть, свои стандарты по проектированию общественных пространств, дворов, ну и в целом по мастер-планированию тоже есть свои принципы, которых мы придерживаемся. Вот. А как учитывается, у нас нынче год культуры, год единства народов России, да, как учитывается национальный культурный код, вот национальная культура именно вот в архитектуре и при проектировании общественных пространств? Мы большое внимание уделяем, конечно же, подчеркнуть идентичность. Это вот, скажем так, наша фишка. Даже Минстрой России отмечает, что все наши проекты отличаются от других регионов именно тем, что у нас проработана вот эта наша самоидентификация, культурный код, и все это отражено в наших проектных решениях. И на самом деле проекты у нас появляются, если вот даже в Арктике взять, Верхоянские, Среднеколымские, они отличаются от южных, например, да, вот в Нерюнгри, в Алдане у нас совершенно другие проекты, или в Якутске, например. Вот, это приветствуется, и на самом деле мы за это получаем также высокие баллы дополнительные на наших конкурсах, да, в которых мы участвуем. Но при этом есть ли какие-то отличительные особенности, при взгляде на которые можно понять, что это вот точно Якутия? Так сказать, что прямо вот есть какой-то узор, да, благодаря которому нет, так нельзя сказать. Но благодаря вот бережному обращению вот с нашими культурными кодами, да, умению наших архитекторов как-то хорошо вот все вплести друг с другом, да, аккуратно, деликатно с этим обойтись, они узнаваемы становятся вообще на фоне остальных проектов. У нас очень богатая культура. Вот, например, если привести кейс Вилюйска, да, вот недавно у нас очень хороший проект реализован «Поющие пески». Называется «Набережная реки Вилюй» в городе Вилюйске. Да? И вот там у них такая сложная идентичность, как бы и якутская есть идентичность. И идентичность вот казаков, да, которые вот там первые приехали, основали город, и русских, да, которые там живут. И жителей, пришло очень много жителей на обсуждение. И ребята, когда принесли проект, первый изначально им вообще не понравилось. Они сказали, что идентичность их там не показана. Каждый хотел показать свою идентичность. И вот ребятам, архитекторам, удалось вот реализовать все это вместе показать. Там красные тона используются, да? Нет, там много можно и в плитке, в мощении увидеть, и в рисунках, и в каких-то орнаментах. Это все очень видно. И в целом мы должны понимать, что мы самый крупный регион нашей страны. Мы очень разные внутри, то есть у нас есть южная совершенно, там, где, например, не стоит проблема с озеленением, прекрасно растут большие тополя и леса. Есть арктические территории, где растут только мох и небольшая невысокая верба, либо береза со своими особенностями. То есть культура огромная, культура уникальная, и при каждом рассмотрении либо исследовании той или иной территории, конечно же, это должно учитываться. Поэтому сказать, что прям будут ли у нас такие четкие стандарты, наверное, это неправильно, скорее всего. Но то, что в скором времени мы придем к тому, что у нас выйдет такой интересный какой-то, наверное, не знаю, методические рекомендации, то есть каким образом мы применяли те или иные инструменты для того, чтобы вот эту идентичность либо северное проектирование показать. То есть мы сейчас собираем ту аналитику, которая она есть, и она в скором времени просто как
как этот образ, да, который использовался ранее, он может применяться. Поэтому здесь, скорее всего, нужно учитывать индивидуальность. И вот как раз в рамках мастер-плана мы и стараемся. Вообще мастер-план не подразумевает разработку дизайн-кода, но вот как раз Якутия как раз обязательно вшивает его в техническое задание. Потому что мы хотим вот эту особенность выявить, потому что невозможно просто взять и прилепить какой-то дизайн-код чужого района к другому, только потому, что там, как будто бы тоже той же национальности живут люди, той же культуры. Да нет, конечно же. То есть вот здесь нужно искать вот как раз вот ту особенность того района, либо того населенного пункта, который необходимо применить. И вот здесь вот как раз вы сказали, используем ли мы северное проектирование, например, в ТИКСе, в мастер-плане, там четко вшито. Чтобы не заблудиться, предусмотрели вот эти поручни, которые могут светиться, чтобы на домах номера светились. То есть сейчас, просто используя эти инструменты, необходимо это внедрять. То есть все уже практически, вот, например, для ТИКСи проработано. Просто теперь наша задача теперь это все внедрить и искать то финансирование, которое необходимо привлечь для реализации. Последний, ну не последний, но вопрос у меня возникает, как вы вообще, как удается координировать такое одновременно, такое количество проектов, вот, разбросанных по такой территории? Нет, я хочу сказать, что здесь, наверное, во-первых, управление работает с центром компетенции в связке, да, то есть у нас, например, по формированию комфортной городской среды, если, например, девочки с центра компетенции, они непосредственно работают с исследованием, с заявками, да, то управление — это уже ГРБС, это финансирование, это четкое выстраивание, как мы реализуем проекты, то есть мы работаем в такой общей большой команде, но, опять же, я не забуду, наша команда большая. Это наше архитектурное бюро. Да. Ребята очень помогают. Вот вы не поверите, я, наверное, я никогда бы я нигде не встречала такое, чтобы ребята просто бесплатно, не спрося какого-то финансирования, участвуют во всех наших обсуждениях, предлагают свои идеи. То есть они всегда с нами вместе рядом с нашими командами. Это очень важно, когда муниципальная команда заинтересована. Если глава не заинтересован в реализации, это сразу видно. Это провальные проекты, и хоть вы что нарисуете там, хоть самый идеальный проект, он, к сожалению, не реализуется так, как хочется. То есть команда должна быть полностью погружена вот в реализацию. То есть вот этот получить итог, улыбку ребенка, бабушки, дедушки, вот это очень важно, то есть в конце результата. Это же наше сообщество профессиональное, это, конечно, Союз архитекторов. Мы очень в связке работаем, то есть мы проводим очень много мероприятий совместно. Поэтому, честно сказать, когда мы не одиноки, это точно. Нас мало, согласна, действительно, нас очень мало, но при этом вот в такой большой команде с помощниками мы действительно можем реализовывать и успешно реализовывать все наши проекты задуманные и те, которые еще в будущем будут реализовываться. А ведь еще будет дальневосточная архитектурная премия в этом году в Якутске, да? Да. Подписали же соглашение на ВЭФ. Вот что это значит для сообщества? У нас же есть уже ЕГЭ регулярная, да, вот эта премия, мы к ней привыкли. Как раз вот благодаря Ирине Дмитриевне Алексеевой, которая в свое время в традицию внесла премию ЕГЭ, где нужно было подчеркнуть лучшее, да, то есть вот, то лучшее, которое реализуется в республике, и возникла как раз идея, что необходимо эту премию перенести уже на Дальний Восток. Но здесь я хочу сказать, здесь немножко направление другое. Мы все помним, что на ВЭФе Владимир Владимирович Путин определил города, которые необходимо разработать мастер-планы для того, чтобы поменять вообще, перезагрузить Дальний Восток. И, конечно, Якутия была одна из самых первых, которая вот разработала мастер-план в составе. И прошло достаточно много времени, много национальных проектов реализовано. И вот здесь вот мы хотим как раз и показать, как изменился Дальний Восток, как наше креативное архитектурное сообщество вообще повлияло на то, как развиваются территории. Потому что когда мы говорим про архитектуру, это не просто про красоту. Мы говорим на самом деле про экономику, потому что любое пространство, будь оно открытое, либо закрытое, оно всегда влияет на экономику.
я могу перечислять миллион моментов, которые там увеличение стоимости жилья, то есть это когда мы говорим о том, что выгодно продавать ту или иную квартиру на территории, это увеличение стоимости земельного участка, это подключение бизнеса, который развивается на этой территории, а это все экономика, которая влияет сначала на маленький населенный пункт, а потом в целом на весь регион. Поэтому премия — это, конечно же, подчеркнуть важность нашего архитектурного сообщества в жизни и в задачах, которые установлены государством, показать лучшие проекты, то есть которые действительно реализовались, чтобы они стали таким флагманом продолжения. То есть мы все равно должны стремиться к лучшему. За счет, кстати, премии ЕГЭ в свое время мы показали, что даже, вот у нас была там такая вот номинация, по-моему, жилье по аварийному переселению. Ведь на самом деле мы показали, что даже за небольшие деньги можно реализовать очень красивый, хороший архитектурный проект. Поэтому это как раз вот такая возможность показать лучшее, подчеркнуть, что же изменилось на Дальнем Востоке, и, конечно же, встретиться сообществу, где бы дальше принимать решения по развитию наших территорий. Потому что именно вместе команды мы сможем повлиять на то, чтобы наш Дальний Восток развивался и становился лидером в стране. Спасибо вам за этот разговор. К сожалению, время у нас уже подошло к концу незаметно. Конечно, очень Вот, много поэтому сказать еще про объекты. приходите еще, пусть лето продолжается. Спасибо. Ну что ж, это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас по будням 19:15, расскажем обо всем в деталях.